Город Уфа, Советский район, улица Запотоцкого, 37, инфекционная клиническая больница номер 4. Сюда с рабочим визитом отправился глава Башкортостана Ради Хабиров. Инфекционная клиническая больница номер 4 в Уфе основана в 1910 году из-за холеры и тифа. Начинали с 35 коек и 3 отделений. В 2020 году это крупнейший инфекционный стационар с развитой микробиологической лабораторной базой, а еще Республиканский центр инфекционной патологии. Коронавирус – новая инфекция, которая взяла в тиски многие страны. В Башкортостане выстроили алгоритм, по которому принимают пациентов с подозрением на это заболевание. Решением Дворянского собрания в 1910 году была эта больница построена. Вот эти вот 2 корпуса 1914 года, вот там дальше еще один находится, вот это основной корпус. Также имеются вот корпуса 4, 5, это 1956 года постройки. Здесь у нас тоже боксовое отделение, 8 на 8 палат. И здесь вот тоже боксовое отделение на 8 палат. Всего у нас 16 боксовых отделений. Также у нас вот фонд какой? 510 коек, 270 взрослых, 240. А сейчас загруженность какая? Сейчас мы освободили палаты, сейчас 330. Угу. И сейчас готовимся, да, поэтому идет перепрофилирование плановое. И вот эти корпуса здесь вот сейчас мы тоже перепрофилировали. Тем больным, которым сняли диагноз коронавирусной инфекции, переводим туда. Ежегодно мы лечим в районе 17 тысяч больных, в основном дети, 9 тысяч, 8 тысяч взрослых проходят. Хотели вот приемный покой показать, где обычно у нас все больные поступают. Они в основном у нас все по скорой помощи поступают. На данный момент есть какой-то там эпидемиологический порог повышенный по каким-то, нет? Или все вот примерно сейчас как? Примерно... Или еще грипп у нас сохраняется? Грипп сохраняется, но он пошел на спад уже. На 7% имеется превышение порога, но по сравнению с прошлой неделей на 8% у нас идет снижение. Весна, да? Это естественно. В основном остается только по взрослому населению. Дети уже за счет тех мер, которые мы принимали, карантинные мероприятия, которые были. Надо надевать? Да. Это у нас приемный покой. В стационаре, поэтому... Здесь проблема в том, что у нас всего 5 боксов, то есть ежесуточно у нас обращается до 50 детей, 30-40 взрослых, до 100 взрослых мы госпитализируем. И вот хотел типовой бокс показать, куда у нас больные Здравствуйте. Здравствуйте. поступают. Мы его здесь осматриваем, проводим первичную диагностику и сопровождаем уже в отделении. В зависимости от диагноза у нас профилируется отделение. Есть кишечное отделение, есть отделение для госпитализации с острыми респираторными вирусными заболеваниями. Уже здесь идет большая диагностика. В зависимости, если инфекционная патология, госпитализируем к нам. Если здесь мы... Инфекционную патологию снимают, соответственно, приезжает другая бригада, либо пациент, если способен самостоятельно, не требует госпитализации, дает рекомендацию, он идет на утро, дается актив, приходит из поликлиники, либо его транспортируют бригадой скорой помощи в обычный стационар, без инфекционного. Ну, то есть вот с показаниями, вот если коронавирус сюда не приходит? Нет, мы сейчас отработали алгоритм действия, есть договоренность со скорой помощью, они сразу звонят сюда в приемный покой. Мы в бригаде скорой помощи называем, куда их везти, то есть это боксовое отделение. Сразу называется номер бокса, и туда везут по скорой помощи. Мы вот сейчас хотели туда вас провести и показать. Здесь, к сожалению, Александрович. Да, можно. Здесь, к сожалению, у нас такие стесненные помещения. Но в 2010 году изменились требования санэпидрежима по охранной территории, к сожалению, не проходим по нормативам. То есть здесь уже нельзя сажать, да? Здесь А сколько территории, можешь сказать? 2,8 гектара. 2,8 гектара, да? На такое количество коек по современным нормативам необходим земельный участок минимум 8 гектаров. 12 даже гектаров. А сколько квадратных метров вообще все помещения, знаете? 11 тысяч. Ну, вы в курсе, да? Мы сейчас вот ищем варианты строительства инфекционной. У нас сейчас на одного больного приходится 3-4 квадрата, а надо 7-8 квадратов как минимум. У нас острая нехватка
площадей, поэтому мы не можем дальше развиваться. И инфекционная больница должна быть не менее 50% боксированной быть. То есть с отдельным входом. То есть вот сейчас вот покажем вам. То есть для того, чтобы больные друг друга не заражали. Прям. А это вот что это? Это вот 4-5 корпус. Это вот ваши корпуса. Да, 56-го года постройки. Вот здесь более-менее предусмотрели боксы. То есть куда вот мы сейчас госпитализируем больных с подозрением на коронавирус. Вот только здесь есть бокс, а в других корпусах у нас боксов нет. По идее, инфекционная больница вся должна быть боксированной, чтобы больной лег и не контактировал никак с инфекционными больными. Вот если у них отдельный вход, скорая подъезжает вот сюда, вот номер бокса мы указываем. Они сразу сюда. Они сразу сюда приезжают, бежат. чтобы минимизировать контакты приемного отделения, минимизировать возможный риск заражения других. Вот сейчас мы один бокс свободный у нас есть, хотели показать вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, давайте. Это стандартный бокс. Уважаемый родители, здравствуйте. Вот мы находимся в боксе, в который поступают больные. Дневной приемный покой. Сразу в этот бокс поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вот они поступают через эту дверь, госпитализируются в этом боксе. Приходит доктор, который их осматривает, медицинский персонал, работает в защитной одежде специализированной, встречает уже их в защитном костюмах. Да. Идет осмотр врача, затем подходит медсестра, идет забор материалов, все, которые нужны для коронавирусной инфекции. Вот. Больной остается в этом боксе, госпитализируется здесь. Если имеются семейные случаи, например, 2 человека поступают, они вдвоем остаются в этом боксе и находятся уже все остальное время до конца лечения и обследования в этом боксе. Происходит уже здесь лечение, осмотр, питание, все в этом боксе. Уже больному никуда Они не никуда не уходят. И туалет, а тут туалет. Да, здесь туалет у нас есть, душевая кабина. Ну, Все они у нас все как бы мы типовые постарались такие все боксы. сделать для комфортного пребывания больных уже на 14 дней, как идет сейчас срок пребывания больного в этом боксовом отделении. Таких идентичных боксов у нас всего 16. Все они оборудованы также. Во всех боксах у нас 16 как умножаем на есть. 2, да, то есть 32 у вас, да, готовы или как? Или Нет, всего 16. всего 16 коек, да? Боксов. Боксов А коек 16. сколько? По 2. В каждом боксе по 2. Да, Ну, я говорю, 32 койки получается. На данный момент вот мы обеспечены полностью защитной одеждой. У нас имеется как многоразовая, так и одноразовая. Многоразовая у нас предоставлена ламсистер, кварц, алмаз и одноразовый тайвик и содолит. Также мы имеем у себя укладки универсальные. Для точного забора они полностью восполняются сразу, там одноразовый материал. Но нам удобно, мы заходим к пациенту, забираем материал с помощью этих укладочек. Мы анализы здесь забираем и направляем в центр гигиены. Но вот эти боксы уже отрабатывали, здесь уже были, проходили больные. То есть это, ну вот которые потом уходят на кто на У нас карантин. более 116 человек уже прошло. Уже прошло которые через уже, это. да. Сейчас в настоящий момент под наблюдением находится на 8 утра 48 человек, из них 8 детей. У 46 уже полностью пришли анализы, что это отрицательные. Это первый анализ, их берется троекратный анализ. Дополнительно, Радий Федорович, по указанию главного санитарного врача и руководителя оперативного штаба Татьяны Алексеевны Голиковой, сейчас все случаи пневмонии дополнительно диагностируются на коронавирусную инфекцию с учетом клинических рекомендаций Всемирной организации ВОЗ, наших ведущих специалистов. И с сегодняшнего дня вышло дополнительное распоряжение главного санитарного врача Поповой, чтобы расширили перечень лабораторий, где можно выполнять эту диагностику на новую коронавирусную инфекцию. Необходимые тест-системы Роспотребнадзор в ближайшие дни обеспечит нас. Мы сегодня в 13 часов собираемся с руководством Роспотребнадзора Центра гигиены, определим дополнительные точки по лабораторной диагностике. С учетом большого количества желающих и самостоятельно пройти на обследование, и обеспечить весь охват, который вы сегодня сказали, возвращающих из-за рубежа и других территорий по неблагополучным по ЭПИД показаниям.
Ну, мы вот сейчас вот приняли режим повышенной готовности, поэтому сейчас будем там поштучно отрабатывать с теми, кто прибыл из-за рубежа, поэтому я боюсь, что у вас объем работы увеличится. А как вот укомплектованы с врачами, средним персоналом? У нас врачами 61%, средним персоналом 62%. Но у нас вот сейчас летом еще приходит 12 инфекционистов, еще 3 реаниматолога приходят. Ну, это... Дополнительно мы сейчас с учетом наших повышенных мер готовности и работы именно в таком повышенном масштабе у нас сейчас привлекаются специалисты университета, клинические ординаторы на первичное звено. С целью усиления именно инфекционной работы у нас проведена необходимая подготовка врачей-терапевтов, врачей инфекционных стационаров также проучили и в целом по всей республике. При необходимости будем просто вооружать обычных врачей-терапевтов необходимыми знаниями дополнительно под контролем курации в качестве наставников именно линейных отделений инфекционных больниц, которые будут полностью делать необходимые мероприятия. Мы там подумали еще о чем. Вот получается, вот вы на переднем крае у нас такая серьезная история. Там федеральное правительство тоже приняло решение повышения зарплаты. Я дал поручение министру. Там медсестрам, скажите, среднему персоналу, врачам, мы нашу республиканскую доплату неплохую установим. Начинаем мы ее, договорились вот буквально сегодня-завтра, чтобы уже с этого момента началась доплата на тот период, который вы в таком режиме будете работать. Ну, это так, маленькая толика, конечно. Спасибо вам большое, потому что я все понимаю, это такая непростая история. Вот. Ну, то есть по линии вот, лекарств, по линии там, средств защиты у вас запас есть, да? Запас есть. В медицинских учреждениях у нас необходимый запас средств индивидуальной защиты, средств, лекарств, препаратов создан. Дополнительно, после выхода вашего первого распоряжения, мы провели необходимый расчет сил и средств. Организация сейчас в оперативном режиме дополнительно создает необходимые дозапасы. Того ажиотажа, который вот, граждане говорят, что нет масок, нет, пожалуйста, у нас все есть. Все средства дезинфекции, все есть. И я думаю, что мы обеспечим. Мы же просто не знаем, это мы предпринимаем такие проекты. Может быть, там угроза очень серьезная, может быть, мне сложно сказать, обойдет она нас, не обойдет, но наша задача минимизировать. Поэтому в этой части, конечно, на вас большая нагрузка ляжет. Очень большая. У нас тут, Ради Фарич, еще на нашей базе кафедры есть, тоже сотрудники кафедры здесь, помогают. Да? Да. Все. Ну, мы тогда... Они еще подрабатывают здесь. Конечно, если мы будем видеть там по нарастающей, если что-то пойдет, то, понятно, мы будем мобилизовать уже и другие медучреждения, всех. Вот. И будем помогать. Вы не думайте, что это... Мы учения необходимые провели. Понимание есть, как это делать. Есть понимание в каждой медорганизации, что делать с такими пациентами, с гражданами, которые есть. Максимально сейчас, Ради Фарич, усиливаем именно работу первичного звена, чтобы коллеги, каждый понимал, как, что отвечать на вопросы. Готовим уже типичные вопросы и ответы, которые поступают на горячую линию. На связи мы с московскими коллегами из Московского департамента здравоохранения. Они тоже делятся информацией, как методической, так и практической, как поступать, что поступать. Коллеги госпитального звена обсуждают, постоянно у нас идут вебинары, семинары по лечению, особенности лечения именно новой коронавирусной инфекции с учетом опыта зарубежных специалистов. Поэтому постоянно все ваши указания мы выполняем и будем впредь. И добавок, Ради Фарич, то, что мы в городе, вот, согласно вашего поручения, мы сегодня уже начинает работать колл-центр, 5 городских телефонов, плюс еще федеральные 8 телефоны будут и так далее. Колл-центр будет работать в городе в круглосуточном режиме. Это вдобавок к вашей горячей линии. Ну, это Уфа что? Да, Уфа по полностью это самое. Мы начинаем тоже в этом плане уже активизировать вот эту работу. Потому что горожане много вопросов задают по образовательному процессу, по учебным заведениям, по дошкольным учебным и так далее вопросам, по вопросам миграции. Много очень вопросов, поэтому мы сегодня вот такое приняли решение и начинаем уже в этом плане тоже работать. Но есть вопросы у горожан вот, по процессу тестирования, вот более подробно.
Может, скажете сейчас? Есть распоряжение главного санитарного врача о разрешении проведения этого тестирования не только на базе учреждения Роспотребнадзора. Сегодня мы с коллегами, мы обсудим весь алгоритм, определим точки локации. Здесь нюанс, что мы еще должны отработать именно со специалистами лаборатории, что не готовы работать с такой инфекцией, это с их согласия. Будем сегодня встречаться с коллективами. И к вечеру у нас будет четкое понимание и маршрутизация по каждой лаборатории, где будет дополнительная. Я вот вновь, если мы сейчас начнем с прибывающими за границы более плотно работать, а мы начнем, мы уже все списки получаем по линии Федеральной пограничной службы, и мы всех ориентировали на них выходить. И по ним очень жесткая же история, это самоизоляция, карантин, и в случае появления первых признаков, я думаю, что у вас, вот если мы отработаем эту работу хорошо, но я думаю, что у вас увеличится, ну, по крайней мере, на передержку будет приходить, удостоверяться, отпускать. Поэтому надо готовиться к этому. Мы уже, Ради Фаридович, сейчас занимаемся перепрофилируем отделений, то есть готовим их уже, издали приказ Министерства здравоохранения, поэтому уже готовность такая есть. Спасибо вам большое. Крепкого здоровья, чтобы сами не заболели. Все хорошо будет. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. А можно вопрос? Не боитесь заразиться в инфекционной больнице? Да нет, зачем бояться? Тут же все-таки все меры принимаются. Вот, мы хотели посмотреть, как мы готовы, потому что я уже сказал, что мы утром сегодня приняли решение о введении республики повышенной готовности, это так называемый пред-ЧС. Обстоятельства для этого у нас есть. Посмотрите, вокруг, практически во всех субъектах, которые вокруг республики расположены, начали появляться подтвержденные инфицированные люди. Поэтому это не скажу, что перестраховка. Собственно, мы примерно в таком ритме и работали. Просто чуть более, наверное, где-то более строже мы начали подходить к именно ситуациям, когда собираются большие скопления людей. Сегодня вы на утреннем совещании сказали без паники, но планово. Конечно, без паники, абсолютно планово. И у нас вообще я не вижу оснований для паники. Вот. Панику раздувают те, кому это надо. Или те, у которого мозгов нет. Но, к сожалению, мы сталкиваемся просто с невежеством. Это ладно, Бог с ним, их Бог простит. Но мы сталкиваемся с тем, что идет целенаправленное, преднамеренное раздувание истерии и паники и так далее. На эту историю я уже как-то сказал. Более того, что сейчас, вы знаете, и внесены изменения в законодательство за распространение фейковых новостей, заведомо ложных, да, имеющих значимость определенную. По ним уже начинаем работать. И уже у нас в Москве есть факты привлечения к уголовной ответственности. Поэтому мы тоже будем работать и жалеть никого здесь не будем. Потому что основная масса населения видит, что мы работаем, что мы действительно довольно серьезно готовы. А с паникерами, ну, как я и говорил. Понятно, идем дальше. Спасибо. Ради Фаридович, в общем, это тоже здание 1914 года. Реанимация рассчитана у нас на 9 коек. Из 9 коек, да, это 3 койки детские, 6 коек реанимационных взрослых. Вот реанимационный зал хотели показать. У вас здесь какое оборудование есть? Вот ИВЛ? ИВЛ, наркозный аппарат, потом есть переносной рентгенаппарат, переносный УЗИ. Вот это вот как ЭКМО? ЭКМО у нас... У нас ЭКМО, аппарат ЭКМО есть только в кардиоцентре и в отделении трансплантации РКБ Куата, но он требует сейчас замены. Необходимую процедуру мы сейчас начали. А сколько у нас ЭКМО? В республике? Да, два, да. Сейчас мы дополнительно проводим мероприятия по приобретению еще 2 аппаратов. Одного передвижного, одного стационарного. А здесь сколько у вас аппаратов ИВЛ? У нас 5 аппаратов ИВЛ, 7 аппаратов ИВЛ, 2 на ремонте, 5 сейчас рабочих. Один наркозный аппарат у нас. Наркозный аппарат последним, чем работаем, это с Севараном. То есть один из последних анестетиков. А с ремонта когда вот эти ИВЛ придут? Значит, в ближайшее время они будут отремонтированы, и дополнительно мы с учетом нашего поручения, с учетом поручения правительства Российской Федерации проводим закуп сейчас порядка 35 аппаратов, которые дополнительно придут в качестве в первую очередь, наверное, сюда, в инфекционную больницу.
в инфекционную больницу города Стерлитамака и в другие учреждения, где у нас планируется развертывание в этом плане. В настоящее время у нас достаточное количество аппаратов ИВЛ. У нас только одних искусственных вентиляций, где могут проводиться более 500 штук, находится в нашей сети. Еще есть аппараты переносные, еще есть аппараты, которые у нас используются для неинвазивной вентиляции легких. В целом, если с учетом и наших частных медицинских организаций, у нас больше 1000. Реанимация сейчас есть кто-то? Нет у вас? Нет? Да. Есть? Двое больных сейчас. Двое больных. А у них что? Вот с малярией же, да, у вас есть? Один в состоянии после фибрильных судорог тяжелый, что поступал, но сейчас готов к переводу. Вот, это Стафилококковая инфекция, она контагиозная. вот, так, вот она, наверное, да? Да. Но она готова к переводу уже. Как себя чувствуешь? Получше уже? Надоело здесь? Все, давай выздоравливай домой. К маме, к маме. Кстати, знаешь, что у вас сейчас 2 недели каникулы будут? Не 1, а 2. Так что отоспишься, нагуляешься. Ну давай, выздоравливай. Выздоравливай. Но у вас же здесь, вот в этой, наверное, закройте. Вообще особый режим работы, да, получается, у врачей? Да. Так, вот она реанимация, вот раз. Нет, еще дальше. Еще тоже, да? Что дальше просто на 2 зоны разделены, на всякий случай, если капельные какие-то инфекции будут, Чтобы они между собой не перекрестно не заражались. Ну, в основном поступают тяжелые формы вот, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. У нас вот Ну да, это в наша регионе, типичная да. болезнь. Но раньше поступали только, допустим, весной, летом, а сейчас они круглый год, потому что люди многие живут за городом и идет заражение от мышей. Потом детям поступают с тяжелыми формами кишечной инфекции, но в основном дети это с иммунодефицитным состоянием. Потом взрослые идут и дети с менингококковой инфекцией тяжелой формы, тоже мы здесь оказываем медицинскую помощь. В общем, более 400 больных у них за год. Ну, к коронавирусу готовы, если пойдет? Война покажет. Она покажет. Ну, все у вас есть же, да, все медицинские. В принципе. Просто надо понимать, как это. Ну, я думаю, что уже опыт какой-то есть же. Ну, пока ждем просто, Ждем, получается. да, и готовимся. Хорошо. Спасибо. Это вы здесь, значит, работаете, да? Ага. Я там говорил, спасибо вам большое, потому что вот так получается, что сейчас основная нагрузка на вас приходит. Вот получается на вас, на сотрудников органов внутренних дел, Роспотребнадзор. Вам спасибо большое. Сами не болейте. Спасибо. Мы там, я сказал, мы с министром сегодня примем решение. Мы обязательно какие-то и материальные доплаты устроим. Давайте этот период пройдем, а потом и ордена, медали еще раз дадим. Спасибо. Главное, сами не болейте, ладно? Спасибо. Спасибо. Даже не болеть. Это вот 9-е отделение называется, да? Да, Вот 9-е реанимационное, да? У нас просто по нумерации. Условно такие названия, разумеется, по нумерации идет. Но вы уже понимаете, что это вот реанимация инфекционная, да? Здесь, наверное, одна из самых таких, наиболее охраняемых, получается, регламентированных и защищаемых должна быть, так? Да. Ну, потому что вот здесь же все. Ну, самые Непосредственно тяжелые больные, источник да? инфекции здесь получается. Здесь же вообще вохр стоял. Сюда же вообще горожан не пускали на охране. Охрана стояла вооруженная, так же, да? Ну вот я с вашим главным врачом мы обсуждали, мы решение такое приняли. У нас сегодня уже наша строительная группа строителей будет в Москве. В Москве уже приняли решение строительства инфекционного комплекса. По новым технологиям мы тоже вот туда поехали и будем у них учиться, потому что если строить будем, то быстро построим. Вот. Спасибо. До свидания. Борисович, вы поручили достаточно оперативно разработать проект и построить инфекционную больницу. У нас уже давно назрела необходимость, вон какие старые стены. А это реально, вот, чтобы за сезон, допустим, построить? Знаете, мы когда принимали решение,
Мы трезво себе ставили срок, не трезво, вернее, а Разумно так, подходили к этому. неразумно даже сказал, мне кажется, спешили 6 месяцев, но реально до конца года поставить, реально, потому что сейчас и современные технологии, и строительные материалы. Так-то вы понимаете, в обычном режиме, если бы мы работали и строили, мы только год проектировали. 4 года, наверное. Год проектировать. А тут вот такое. Ну, Московская область взялась за это, Москва взялась, мы чем хуже. У нас сегодня делегация строителей уже выехала в Москву, чтобы вот обменяться опытом. Посмотрим буквально на следующей неделе. Мы продумали финансовую схему, как будет финансироваться. Вы же понимаете, что здесь, если мы пойдем по стандартному пути, мы только там погрязнем всех конкурсных процедурах. Вот. Поэтому посмотрим. План у нас такой есть, поручение мое такое есть, правительство занимается. Это очень болезненная тема, на самом деле, и отлично, Ну, что вы же есть посмотрели, варианты. да, вот в каких условиях работает врачи. Спасибо. Спасибо.